Мы и так досокращались, мы настолько досокращались, что просто практически нет часов. Сегодня преподаватель должен бежать из одной школы в другую школу, чтобы получить 1,5 ставки. О каком образовании мы можем говорить? И это заслуга наших премьеров последних лет. Я считаю, что бесплатное образование должно быть нормой. ОРТ должно быть отменено немедленно. И оно должно стать составляющей частью просто тестирования, проверки ежеквартальных знаний наших детей. И чем быстрее мы сделаем, тем это лучше. Наши студенты, наши школьники перестали мыслить. Они не могут изложить свои мысли. Поэтому мы должны перейти к экзаменам. Только тогда мы повысим уровень образованности наших детей. Высшее образование тоже должно быть бюджетным. Мы особое внимание должны дать средненачальному и среднему образованию. Посмотрите, сама Германия сегодня принимает те проекты Советского Союза, когда наряду со школьной программой обучали и определенные профессии, выдавали сертификаты. Мы должны к этому вернуться. Поэтому только тогда, когда мы достойную заработную плату предоставим учителям, и при этом, имея каждый из вас полномочия, этого не сделал. А как вы можете сделать это сегодня? Вот вопрос обеим премьерам. Я считаю, достойная заработная плата и уважение к учителю мы должны вернуть через бесплатное образование, через доверие к нашим педагогам, через доверие к нашим академическим кругам. Спасибо. Сооронбай Шарипович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я в начале своего выступления хочу поздравить наших учителей с наступающим праздником, пожелать им крепкого здоровья и долгой, счастливой жизни, чтобы всегда ваши ученики были послушными. В системе образования проблем хватает. Вы помните, 10-11 год, когда мы пришли, когда я работал губернатором, я сталкивался со многими проблемами. Мне было больно смотреть в глаза детей, которые учились в палатках, в неотапливаемых помещениях, где учителя преподавали в бетонных полах. Мне было больно, когда я разговаривал с учителями, когда они с болью рассказывали о проблемах, о зарплатах, когда у них зарплаты были 2000, 3000. И это все осталось, дай Бог, позади. Мы за последние 5-6 лет увеличили бюджет системы образования 3 раза. Было 12 миллиардов 800 миллионов сомов. В 2017 году где-то 37 миллиардов сомов. И мы не будем жалеть ни денег, ни средств в систему образования, потому что это будущее Кыргызстана, дети наши будущее. Мы и дошкольному образованию, школьному образованию, всем уровням нашей системы образования мы будем уделять внимание, Мы создадим, дай Бог, одинаковые условия, одинаковые возможности, чтобы все наши дети могли получать образование, несмотря на семейный бюджет. Для этого мы создадим одинаковые, укомплектованные, оснащенные школы. Для этого мы подготовим учителей одинаковых и одинаковые качественными книгами, учебниками будем обеспечивать. На этих 3 принципах держатся все лучшие системы образования системы мира. Мы эту систему внедрим в наш Кыргызстан. Наши уже были. Я посылал, когда работал премьер-министром, Финляндия, Сингапур. Надеюсь, мы сейчас работаем. И моя главная цель, как бывший учитель, главная цель, чтобы профессия учителя была самая высокооплачиваемая в Кыргызстане. И я это сделаю. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Менде Сооронбай агайга бир суроом бар эле. Азыр жалпыга маалым ушу мугалим жөнүндө, студент жөнүндө сөз болуп атат. Айтылып атат ушу мисалы Юр академияда отчисление кылабыз, салбасаңыздар деп атат деп. Мугалимдер ушу балдарды өткөндө ушу Чымкоргондон Кеменге алып кетти деп айтылып атат. Анан мен ушу айтат элем, сиздер мугалимдерге чөнтөгүңүздөрдөн акча берип аткан жоксуздар. Алар ошончо жыл иштеди, эмгеги бар. Керек болсо элди ушу азыркы бийликтегилер артка тартып коюп атат, кошоматчылыкка үйрөтүп коюп атасыздар. Мен ошо адам азыр периште мүнөзгө түшүш керек, агарыш керек, тазарыш керек деп атсак,
ошо сиздерде бүгүнкү күндө болуп аткан далил эми бул коом деле эл деле көрүп туруп атат. Ошо жаш студенттерди ошо пендечиликке мугалимдерди, ошо бала окуткан мугалимдерди ошентип артка тартып коюп атасыздар. Мен мындай түшүнбөдүм, кантип артка тартканды. Кандай добушту бизге бересиңер депчи, бизге иштейсиңер деп. Эми кандидаттардын баардыгы ошондой иштеп атат. Мисалы, ошол факты, бир-эки факт чыкты, мына прокуратура 5 иш козгоп атат. Факты болсо бергиле. Ал атайын мыйзам бар, органдар алай иштейт. Мен азыр премия таштаганмын. Мен ишим жок, Мен кандидатмын. ошо аркадан сөз айтпайм го, теледен көрсөткөндү айтып атабыз. Ошон үчүн эненин көкүрөгү булганбаса экен деген ой ошо мугалимдердики. Эгер эненики булганса, балдар аныкы кайдан угат? Жаштар бузулуп калып атат, ошондон эмитен эле ошо пендечиликке, эмитен ошо алдамчылыкка үйрөнүп калып атат. Ошону айтып атам. Эң жаман сатып алуудан корош керек. Эң жаман сатып алуу жана сатылгадан корош керек. Сизге кошулам мен. Таза шайлоо болуш керек. Шайлоо болот таза. Бирөөнү бирөө барып кабинетке кирип сызырбайт. Биз бул системаны түзгөнбүз. Буюрса. Теманы башка үгүткө которбогонго аракет кылыңыздар. Экинчиден, орус тилинде талкуу жүргүзгөнгө аракет кылсаңыздар, себеби бул бөлүктү биз атайын орус тилдүү аудитория үчүн ыңгайлуу болсун деп киргизгенбиз. Есть еще вопросы? Но у меня еще Да. есть. Пожалуйста. Урматтуу мугалимдер, дорогие учителя. Вам, наверное, вот когда мы встречаемся в регионах, в каждом глазу я вижу вас, что вы хотите перемен. Многие из вас боятся, так как вас сегодня заставляют. Вы отходите, прячась, подходите ко мне, говорите, что вы меня поддержите. Также я от вас жду поддержки. 15 октября, я уверен, в стране будут перемены. Каждый человек хочет перемен. И страна выберет путь вперед. Придя главу государства, я обязательно увеличу вам зарплату в 2 раза. Мы будем строить школы не как сейчас, по $1000 в коррупционной схеме. Мы будем строить школы, вместо 1 школы, 3 школы. В Кыргызстане не будет, чтобы в каждом классе было 45 детей. Максимум будет по 20-25 детей учиться. Обязательно в каждом дальнем уголке, Алайку, Карагулджа или же в Нарыне будет английский преподаватель, русский преподаватель. Мы обязательно должны строить будущее, а будущее это связано только с вами, дорогие учителя. Спасибо огромное. Доктор Жумаков, спасибо, у вас был вопрос. Сколько У вас минут был у меня вопрос. осталось? Я просто хочу задать эту минуту, воспользоваться, задать 2 вопроса двоим нашим мужчинам. Первый вопрос. Ваше отношение к сибатам, Эмирбек Токтогулович? Первый вопрос. Отношение к обучению в сибатах. А второй вопрос касается господину Сооронбаю. Вы говорите о возвращении мигрантов, о том, что вы в село вернете всех и предоставите им все условия. Многие мигранты уезжают для того, чтобы только дать образование своим детям. Например, я неоднократно поднимала о том, чтобы дать возможность участия на выборах мигрантам. Этого не дали. Как вы это сделаете? Как обеспечите образование для детей мигрантов на селе? Как вернете в село их? Спасибо, Эмирбек Токтогулович. Вам первому был адресован вопрос, пожалуйста. Относительно школы Сибат. Данные школы очень много принесли для нашей школы. Я знаю очень много сибатовцев, которые сейчас трудятся, создают рабочие места. К большому сожалению, сибатовские школы пошли в политическую перепелку между 2 странами, Турцией и Кыргызстаном. Нужно, я считаю, безотлагательно, как глава государства, нам нужно вступить с Турцией в переговоры. Мы должны решить этот вопрос. Школы Сибат должны работать однозначно. Но вопрос взаимоотношений стран мы должны на дипломатическом уровне этот вопрос снять. Сооронбай Шарипович. Мы в систему образования за последние годы вошли в один из стран, который из бюджета в процентном отношении 24% отчисляют в систему образования. Мы это будем продолжать увеличивать и не будем останавливаться.
И во-вторых, в регионах, в селах, в аилах у нас есть концепция, программа по миграции. И эти программы мы выполним. Она была еще никогда не принята. Впервые наше правительство это начало. И мы это доведем до конца. Токтаим Жумаковна, вы удовлетворены ответами? Вы удовлетворены ответами? Не слышу. Вы удовлетворены ответами? Ну, На я задаваемые сама вами просто вопросы. свой комментарий дам. Я считаю, сегодня мы должны поднимать наше образование, и мы должны вести мониторинг, чему и как учат в частных учебных заведениях. Кто за этим стоит, какие внешнеполитические, внутриполитические силы, для кого мы готовим вот такой рабочий потенциал. Вот это самое важное. Поэтому мы должны вернуться отойти от коммерциализации образования. Болонская система, которую пытается внедрить в школы, она непонятна ни учителям, ни студентам, никому. Но она уничтожает наше образование. Поэтому мы возвращаемся к истокам. Я считаю, что сегодня молодого специалиста, который идет в школу, нужно поддержать по-другому. Разработать специальный пакет, в котором даются возможности бесплатного ипотечного кредитования для преподавателей молодых, дается специальный бонус для молодых преподавателей, но не противоставляя молодежь старшему поколению. Вот надо возвращать педагогов в школу, приглашать и тех педагогов из миграции возвращать, кто может дать образование. Но это возможно только на доверии, на повышении заработной платы и отмены от сокращения количества часов. Пусть 2 ставки работают, но пусть в одной школе работает. И он должен быть занят тем педагог, что он будет работать, искать денежные средства, не бегать, где заработать, а как поднять образование ребенка. За бесплатное образование в Кыргызстане. Спасибо. Сейчас мы уже говорили о расходах на систему образования, и те бюджетные средства, которые выделяются в эту сферу, львиная их доля идет на зарплату учителям, соцфонд и коммунальные услуги, и небольшая часть идет на оснащение самих школ, на закупку инвентаря, учебников и так далее и тому подобное. Вот по какому принципу вы считаете необходимо расходовать средства в системе образования, выделяемые из бюджета? Мамирбек Токтагулович. Ну, относительно системы образования, я думаю, я достаточно сказал. Я хотел бы еще одно обращение сделать, потому что КТР только показывает в негативном плане. Я хочу обратиться к нашему президенту. Урматтуу Алмаз Шаршенович, азыр сиз карап турсаңыз керек. Мына сол жағыңызда досыңыз турат, оң жағыңызда иниңиз турат. Мынакей саясий өзгөрүүлөр, атаандаштыкты мамлекетибизге сиз алып келдиңиз. Мен жаңы КТРге келатып көрдüm видеону. Бая Бакиевтин заманында сиз оппозицияда жүргөндө мамлекеттик баш болгондо ошол эле КТР сизге сөз бербей каралаган эсиме түшүп, ошол абалда азыр мынакей мени каралап атат. Бүгүнкү күндө мынакей ГРСте 340 000 адам кошумча тизме менен кирди. Урматтуу Алмаз Шаршенович, мен сизге кайрылып кетилем, жана суранып кетилем. Бүгүнкү шайлоодун тазасы, калыстыгы бул болсо сиздин колуңузда. Сиз болсо эл өз добушу менен шайланган президент катары шайланып, мамлекетке өзгөрүү алып келдиңиз. Азыр да эл өзүнүн жүрөгүндөгү президентти шайланса, мен ишенем, мамлекетибиз өзгөрөт. Мен ойлойм, Алмаз Шаршенович, мынакей 1 жума, 2 жумадан аз убакыт калды. Ошол укук коргоо органдар бир тараптуу иштебей, калыс кармап берсин. Ошол эле генеральный прокуратура, ошол эле борбор шайлоо комиссиясы жана чиновниктер өз укугун жасап туруп шайлоодо калыс кылса, элибиз бул шайлоодо калыс деп туруп тарыхыбызда алтын тамга менен жазылат. Мамирбек Токтагулович, и все-таки мне бы хотелось услышать ответ на вопрос касаемо расходования бюджетных средств. И особенно интересно ведь услышать ваше мнение, поскольку когда вы были премьер-министром в 2012 году от правительства, которое на тот момент возглавляли вы, в Джугурку Кенеш, поступил такой законопроект поправки в закон об организации питания учащихся. И там предлагалось сократить охват школьным питанием именно учеников начальных классов с 1 по 4 классы. В том документе предлагалось кормить детей только из малообеспеченных семей, а из обеспеченных семей питанием не охватывать.
На этом правительство планировало сэкономить 340 миллионов сомов. То есть предлагали экономить на детях? Ну, относительно данной инициативы. Сегодня выделяется общим списком 7 сомов. И мы видим, как это все это дети как кормят. Мы предлагали, наоборот, именно малообеспеченным людям, именно семьям, которые нуждаются, не 7 сомов, а хотя бы 20-30 сомов. А у людей, у которых есть возможность детей прокормить и помочь малоимущим, это было бы гораздо лучшее изменение, чем люди, которые имеют возможность и финансируются с бюджета. Такие изменения мы предлагали. Я считаю, на сегодняшний день мы должны обязательно детям выделять питание, особенно в сельских местностях. И не просто питание, а мы знаем, что в Кыргызстане йододефицит. Обязательно с добавлением йода содержащихся продуктов. Спасибо, Арсенбек Вишналевич. Менин оюм ошо доор өзгөрүп адамдан улуулукту талап кылып аткандыктан ошо бюджеттен биринчи мугалимдерди окутуу үчүн коротуш керек деп ой кылам. Себеби азыр балдар, жаңы балдардын түшүнүгү бийик, мугалимдердин эски сөзүн, эски түшүнүгүн дагы уккусу келбеген балдар бар. Ошондуктан менин бараткан себебим ошо мугалимдерди мындай доордун талабын үйрөтүп, окутуп, керек болсо баягы Ленинде бир чындык кылып революция, эволюция болгондон кийин вечерний класс дегендей кечинде ошо мугалимдер аялдын жан дүйнөсү жаман жака өнүксө жийгич, ириткич зат, жакшы жака өнүксө өнүктүргүч, көрүктөндүргүч дегендей ошол кечкисин ошо энелерди бийиктетип окутканга биринчи каражаттарды ошо жака бөлөт элем мен. Мы не должны делить детей на бедных и богатых. Ребенок всегда остается ребенком, чей бы он ни был. Но сегодня губит наш бюджет пресловутая система тендеров. Поэтому мы эту систему должны менять. Я предлагаю дать преимущественное право государственным предприятиям, которые могут намного дешевле издавать учебники. К концу года мы не видим расходования бюджетов. Поэтому каждая статья бюджета должна быть четко прописана, как и куда направлялась. К сожалению, последние 7 лет мы не видели ни одного отчета по расходованию бюджета. Соответственно, здесь и кроется основная коррупция. Спасибо. Сооронбай Шарипович. Өмірбек хелим, сен қалыс бол, қалыс сүйлі. Сен салыстыр 2007 жылғы парламент шайлауменен 2015 салыстыр. 2009 жылғы президент шайлауменен сен биринчи вице-премьер-министр болып шайлауны башкарып турганда быйылкы шайлауны салыштыр. Айырмасы аса менен жерде буну мойнуң алды. Билесизби, биз бирип атканда даже бизге кирип чогуу өткөнгө беришкен эмес. Көчөдө өтчүбүз. Bizde bannerdi, plakatlarda ilgenge 30 öğrenci Respublika boyunca. Senin kadar bir aylık mı 30 aylık turat. Televizyon en köp seni ketip atat, reklaman. Gesten seni ketip atat. Sen kalağında joluşup kalında жүрүп atasın. Kayseri söz. Buna men birinci yol memleketin tarihinde premier-ministr kızmat tapşırıp koyup bari şart bir diye başlayıp ketip atam. A boldu öyle şunday. Bolgan emez. Sen kalış bolsun gerek. Resurs kollangan başka. Azır buna en korkuş gerek. Bu elden doğusunu satıp algandan, buna ostan korkuş gerek. Elde barıp köşeden karmak barıp sızdırbaydı. Ama satıp alıdan, buna ostan korkuş gerek. Sırttan gelen akçalardan, birinin akçadan korkuş gerek. Sistemanı, şayloo sistemasını buzgandan korkuş gerek. Biz azırmındaki taza şayloonu ötközgönge şart tüzüp verdik. Her bir adam öz hukukunu paylanıp şaylaydı. Hani hiç kim buzalbaydı. Bilesizmi 2009 qanday bolgan? 2009'da komissiyalar 1000 деп таштаган бюллетенди. Биздин байкоочуларды чачынан жетилип, байкоо оозуна арак куюп, мас болуп калып камаган алып барып туруп.
жиынтығы білесің қандай шыққан жиынтығы? Айырмасы асан менен жерде қалыс болсын керек. Барлығын салыстырып айтыш керек. Салыстырып айтыш керек.